Ученые и профессора из разных регионов России приехали представить свои доклады и узнать о научных открытиях якутских экспертов. На разных площадках научного центра рассматривают такие темы, как сварка, процессы и технологии повышения прочности и надежности конструкций, узлов и деталей машин, безопасность сложных технических систем в условиях холодного климата. Новые технологические решения рассматривают и в традиционном сварном соединении. Физико-технический институт является первооткрывателем и лидером разработки технологий сварки в России. Сегодня это самое востребованное, самое перспективное направление во всем мире. Сварка в основе всего. И машиностроение, и судостроение, и энергетика везде. Но практически я считаю, что она недооценена на уровне правительства как наука. Я вот очень много бываю на разных предприятиях, много, так сказать, вот был за рубежом раз. И как бы вот здесь вот именно такого трепетного отношения к научным кадрам, к развитию науки я не встречал нигде. Поэтому я всегда с большим интересом приезжаю сюда, в Якутск. Также были представлены перспективные проекты от кандидатов технических наук. К примеру, Дмитрий Прохоров рассказал об исследованиях солнечного теплоснабжения на базе вакуумного солнечного коллектора. Исследование проводится в условиях города Якутска на специализированном стенде, который Дмитрий установил на крыше института. Цены на топливо растут с каждым годом. Стоимость отпускной цены, стоимость доставки в удаленные регионы, себестоимость произведенного киловатт-часа электроэнергии либо тепловой энергии растут с каждым годом и достигают очень больших значений. Именно для целей производства теплоэнергии, частичное производство теплоэнергии, можно заменять часть тепловой энергии за счет выработки вот именно в солнечных коллекторах, а именно в вакуумных солнечных трубчатых коллекторах. Подобная установка солнечного отопления будет выгодна лишь в том случае, если на теплоснабжение уходят высокие финансовые расходы и наличие значительного объема солнечной энергии. Поэтому для внедрения гибридного солнечного отопления наиболее подходящими могут быть Абыйский, Верхоянский, Верхнеколымский, Момский, Аймяконский, Среднеколымский районы республики. Симпозиум продлится до 15 сентября. В программе помимо научных конференций, мастер-классы и посещение испытательных полигонов. Марферина Алексеева, Виктор Дьячковский, Якутск.